2 июня 1954 года сюда собрались жители города мусульмане на празднование Айде Рамазана. С проповедью Ваас к прихожанам обратился хаджи имам Хатиб Исмаил ибн Минни Али. Поздравив собравшихся с праздником и пожелав всем счастья и Божьей милости, он призвал прихожан строго соблюдать заповеди Корана. Совершайте свои дела всюду и везде, соблюдая справедливость и правду. Не отступайте от этого аята. Родители, прежде всего дайте хорошее воспитание своим детям. Учите их ремеслу, чтобы они могли хорошо трудиться. Живите в мире со своими родственниками, живите в мире со своими соседями. Не смотрите с недоверием на людей другой нации, ибо в противном случае будете лишены мирских благ. С такой же проповедью имам Хатиб выступил перед собравшимися на дворе перед мечетью. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. На следующий день в мечети состоялось молитвенное собрание для женщин. Ислам создан для мира и покоя. Пусть же не будет кровопролития на земле во всем мире. Пусть не будет вдов и сирот. Туғандарыңыз білен дос тұрыңыз, көршілеріңіз білен дос тұрыңыз, тілесе нендей милләт кішілері болса да, қырын қарамағыз, қияметте қырын қараушыларны мен үмметімнен шығарырмын дейді. Bütün халық білен дос тұрушы ислам дini екенін ұнытмағыз. Біз шондай хүкіметте яшибіз, біздің іш башындағы... Отдадим все наши силы делу предотвращения войны. Так велит ислам. Kur'an'da inne dine indallahil İslam. İslam dini yalnız tinçlikka, tatılıkka kurulgan diyen söz. Kapital illerinde soğuş açıp kan tügüler. Hiçbir din huzurunda dürüst tügül. Bütün soğuş, bütün hatınlarını tıl kaldırır, bütün balalarını yetim kaldırır. Soğuşunu, kan tügülerini bütün yeryüzünden Allah yok etsin. Soğuş buldurga tırışkan kapital illerine karşı biz attık güçlerimiz bilen karşı tırırga vuruşlularımız. İslam dini şulay koşar. Ak sakallı partiler, karşıklar, kaltıragan zayıf kullarımız bilen, batır yüreklerimiz, toğlu imanlarımız bilen ağlarını zinuga şanabız. Elhamdülillahi şuralar hükümeti bir tınışlak siye. Biz de şunun için В своей проповеди имам Хатиб выразил уверенность в победе сил мира над силами войны. Он произносит слова признательности к советскому правительству, неутомимо борющемуся за мир во всем мире. Свои последние слова имам Хатиб обращает к Аллаху. Да будет мир во всем мире и в последующие наши праздники. Мусульманки и тогда старались закрывать волосы. И на этих кадрах видно, насколько это было естественно для них. Будучи хранительницами домашнего очага, они зачастую передавали и религиозные ценности, смогли сохранить их и донести до современного поколения. На этих кадрах хроники видно, что ислам никогда не исчезал из Советского Союза. Он сохранялся и в столице, и на далеких окраинах.